FM. Прывітанне сябры, мы ў жывым эфіры, пры мікрафоне Наста Бойка. І сёння наш госць Уладзіслаў Бельмач, больш вядомы як Бакей. Прывітанне. Всем привет. Учора стала вядома, што чыноўнікі не зацвердзілі гастрольку Бакею праз тое, што ў адным з трэкаў была фраза «дзяўбаны Мауглі». Вось, давай тогда першае такое пытанне. Ты ўвогуле мог сабе ўявіць, што такое з табой адбудзецца? Нет, это было очень удивительно, еще даже на стадии тура. То есть, когда мы собирались поехать в тур, это, ну, так скажем, этого мы не ждали, этого подвоха. Мы ждали, что что-то не получится с площадкой, что-то не получится там еще что-то, но с гастролькой это было неожиданно, но, скорее всего, это было связано с тем, что подавали документы на 16+, вот, но были там песни с матами, но в прошлом году было все отлично, типа в этом почему-то не получилось. А давай вот еще раз нагадаем увогуле, что адбылося и про адмену тура, и про адмену мінскага концерта. Ну да. Рассказать? Так. Ну, нам отказали в гастрольном удостоверении в Витебске и в Бресте. В Витебске ссылаются на пункт 1.3, что это низкий художественный уровень, но это связано, опять же, с матюками. В Бресте то же самое, но еще дополнительно они говорят о том, что когда-то в интервью 2-летней давности я говорил, что мой стиль называется наркосуицидальный дэнсовый микс. Вот, они как бы еще это и говорили, что нужно убрать это из интернета. Это очень странно, когда люди говорят, что нужно что-то убрать из интернета в 21 веке. Ну да, вот. это немыхчимо. И мы рискнули в Минске попробовать... Ну и как бы вот из-за того, что 2 города отменилось, ехать уже там в 3-х города, и то бы не факт, что дали гастрольку, было уже бессмысленно, поэтому мы решили поднабраться сил и сделать тур еще чуть позже. В Минске мы осознанно подавали на 16+, то есть я сам выбирал тексты все, просматривал, чтобы не было матов, как бы по своим личным ощущениям, какие там песни, чтобы даже не было никаких намеков. Но из-за того, что и в песне «Виплюсик», которая, считается как бы для людей, моих фанатов как бы это хитом каким-то там, которым я стрельнул, мол, они говорят. Вот, то есть в этой песне есть, да, словосочетание «долбанный Маугли», на который, они прямо его подчеркнули, когда мой менеджер забирал документы, он спросил, и там прям было распечатаны все тексты, все на каждом листике, и было подчеркнуто, типа, «долбанный Маугли». Вот. И за счет этого на гастрольку 16+, нам не дали. А як ты лічыш, гэта афіцыйная, гэта рэальная прычына, ці гэта просто такая адмазка, так бы мовіць? Я не знаю. Я не могу на кого-то наговаривать, но сейчас такое чувство, что все боятся. Боятся получить по шапке, боятся не сделать свою работу, и они лишний раз перестраховываются, чтобы потом не возникло каких-то проблем. Вот, возможно, из-за этого. И поэтому они так дотошно прям вот смотрят, потому что, я же говорю, год назад не было вообще никаких проблем. И ни с туром, и ни с минскими концертами. Всегда все было нормально, 16+, все в порядке, и с матами даже. Сейчас почему-то резко вот так вот. Может быть, европейские игры как-то повлияли на этот процесс. Не, я шучу. Непонятно, в общем, непонятно. А ты вот ввогуле калі-небудзь чуў пра такія выпадкі, каб каму-небудзь там адмянялі канцэрт з-за такіх прычынаў? Да, был же у нас год прекрасный, вот 2018, в котором отменили концерт Фейс, LG, Айспик, Диантурт, еще кого-то, наверное, Хаски бы тоже отменили, если бы он попытался приехать. Там как бы уже другая, там тоже, в принципе, мне кажется, связано с 16+. Если бы эти исполнители ставили 18+, я думаю, вопросов бы не было, они бы выступали. Но там еще идет, наверное, какой-то вот реально, какая-то другая тема, потому что, Фейсом я хотя бы понимаю, да, почему. Потому что он открыто поет, очень большое обилие матов в песнях, как бы, там понятно, почему я туда попал, в этот список экстремистов музыкальных, я не знаю, вот, потому что, реально, не думал никогда, что меня это вообще как-то заденет. Вот. А вось як ты ўвогуле рэагаваў на адмены, якія былі ў іншых музыкаў, і на сваю вось гэтую адмену? Як ты пачуваешься зараз? Вот когда ты ощущаешь это на себе, ты понимаешь, насколько это все. Конечно, когда ты смотришь со стороны и думаешь такой, да, он там типа матюкается, а я вот не матюкаюсь, у меня все будет с этим в порядке. Тем более в нашей Беларуси любимые меня все знают, любят, да, там, грубо говоря.
Когда это произошло, я не верил, ну, реально. То есть было такое отказано, и еще этот низкий художественный уровень. И я такой, Но ну, тебе не было крыўдна? Нізкі мастацкі ўзровень. не, это просто формулировка такая. Ну, они так не считают. Это просто им надо на что-то ссылаться. Когда, ну, когда они сдают заключение, им надо на что-то ссылаться, на какой-то пункт в Кодексе об культуре Республики Беларусь. Вот, и поэтому они выбирают какой-то из пунктов, который им больше понравился, наверное, я не знаю. Но было очень, очень обидно, да. Я сейчас не плачу, все нормально, просто глаз зачесался. Вось гэтай нагоды тады такое пытанне. А наколькі зараз цяжка ў Беларусі быць музыкам, рэперам? Да, на самом деле, в принципе, это легко. Сейчас каждый, кто хочет, поет, каждый, кто захочет, снимает клипы. И, в принципе, ну, это все реально, ну, выполнимо. То есть, если ты хочешь, ты этим занимаешься. Но нужно думать, о чем ты говоришь прямо сейчас. Вот это мне хороший урок преподало, то, что нужно думать, о чем ты говоришь. Даже, ну, я же не думал, что я поеду в тур по Беларуси там 2 года назад. Я сидел там, мне было отлично, студия, работа, дом там. А когда ты даешь какие-то интервью, ты должен следить за языком, ты должен думать, что ты говоришь, потому что ты становишься все более публичной личностью, и к тебе все больше приковано внимание, и поэтому все сказанные твои слова ранее будут использованы против тебя. Ну, вось як і атрымалася, Да, да, по сути, так и да. Ну и поэтому я сейчас очень аккуратно все говорю, песни пишу без матов, все в порядке. Вот. Но это тоже какой-то урок, жизненный опыт, и это хорошо. Я считаю. Вось нядаўна у тебе выйшаў трэк «Бунтарь» і кліп на яго. І зараз, напэўна, мы можам паглядзець яго. Можам? Да, давайте паглядзім, там 15 секундаў. Я бунтарь, я бунтарь, я хожу по головам. Я бунтарь, прямо здесь и сейчас. Гэта рэакцыя на штосьці, ці гэта просто твой чарговы трек, чарговы кліп? Да, все правильно, это просто очередная песня, очередной клип. Ну, тут как бы бунтарь, он не имеется в виду, что бунтарь, который идет против политики, там, да, против чего-то еще. Это бунтарь, который творчески выражает свой бунт, грубо говоря, и заставляет людей просыпаться, заставляет людей что-то творческое совершать, будь то художник, будь то певец, вообще неважно, ну, архитектор там, просто бунтовать именно в этом плане. То есть это не призывает идти и жечь машины, долой власть, там, да, все это тому подобное. То есть это совсем другой посыл этой песни. И это просто реально обычная песня и снятый клип. Кліп хороший, очень качественный, мне понравилось. Мне таксама вельмі спадабаўся, але ўсё ж таки вось ты кажаш, ён не прымушае ісці там жечь машины, але ўсё ж таки вы у канцы гэтага кліпа сожгли машину. Это как бы да, но это больше как бы, ну, стечение обстоятельств. То есть ее жгли не намеренно, ну, по сценарию это произошло случайно. То есть, Сапраўды? да. Так не было запланавана? Не, как бы, ну, конечно, мы поджигали ее, естественно, мы знали, что мы поджигаем, но именно в сценарии, сценарий. да, то есть там идет как бы история такая, что она случайно загорается, что вот количество проблем, вот, то есть я бунтарь, украл у папы ключи, поехал на машине, мы снимаем клип, все та-та-та, он мне там за бутерброд позвонил, предъявил, вот, а потом ее разрисовывают еще, я такой, о, ничего себе, мне от папы прилетит потом, а она потом еще и горит. Вот. А я прихожу домой, а папа говорит, ну что, бунтарь. Ну, то есть вот такая вот веселая история. Ну, задумка вельмі крутая. А вы вось, ну, набывали гэтую машину Да. для клипа? Да, конечно. Не шкода было? Нет, она сейчас стоит на Октябрьской возле Мамедика. Если хотите, можете подходить, фотографироваться с ней, там, делать, что хотите, только не бейте, пожалуйста. Круто, вельмі класна. Давай цяпер, напэўна, размаўляем пра беларускую музычную тусоўку, якая, мне падаецца, вось менавіта басоты, да, да якой ты таксама маеш дачыненне. Яна сфарміравалася, гэта вельмі класна, праходзіш шмат івентаў басоты, і, у прынцыпе, шмат, у прынцыпе, музыкаў адтуль выйшла, хаця, ну, як вы кажаце, басота — гэта басота, бакей — гэта бакей. Вось, што гэта за тусоўка, як яна ўвогуле склалася, ці ёсць яна, магчыма, гэта так падаецца проста? Ну, басота это, ну, это сейчас Минск, я хочу так сказать, типа отражение действительности Минской. В басоте есть ребята, которые занимаются, есть диджеи, которые играют музыку, основные, так скажем.
Я могу перечислить, если надо. Да, конечно, можно. Босс у них там Егор Кипа. Твой менеджер. Да, по совместительству. Короче, босс у нас Егор Кипа, потом есть Леша Сламин, есть Гарри Мясо, есть Макс Эйтон, есть Ежи, который, кстати, писал музыку для «Бунтаря», очень классный парень. Так, кто там еще? Блин, я уже всех позабывал. Маклай. Вот. Я чула його. Да, и... Ну, я не помню, может, я кого-то забыл? Я думаю, что я ныне покрою. Да, конечно, нет, просто их так много. Блин. Пацаны, без обид, все нормально, я вас всех люблю. Вот, и как бы они создают ивенты, помогают начинающим исполнителям с выступлениями, как это было у меня в начале. То есть они делали какие-то тусовки, солянки, где собирали много ребят, которые могли выступать. И очень круто. Ну, то, что сейчас происходит, очень классные форматы тусовок, очень разноплановые. То есть там есть и басота темная, и день рождения, басота именин, да, дурка, где ты вообще как хочешь. Маскарад недавно проходил, тоже очень круто было. Ну, это классно. Объединяет людей, объединяет культуры. То есть я, когда нахожусь на тусовке, то есть я, чувствую, что я как бы у себя дома. То есть все свои, все круто, но, конечно, чем больше ты растешь, тем больше людей, опять же, привлекает внимание к себе эта тусовка. То есть какие-то левые люди начинают появляться, которые не понимают этот вайб. Вот. Также есть еще, забыл сказать, ребята, которые помогают басоте в создании. Типа волонтеры такие. Да, которые безвозмездно, возможно, или за какие-то там приятные бонусы, там мерч, может, какой-то стикеры. Они помогают в оформлении. Басота Вишневая. Респект, ребята, вам тоже. Ну, то есть молодые ребята, у которых есть время свободное, возможно, у кого-то нету, но они хотят быть частью движухи, хотят помогать развиваться этому городу, то есть поднимать Мінськ со дна, как мы говорим. Ось вельмі кльово. Часом я йду там по городі і бачу таких молодих людей у там таких байках. Хто, якщо не ми. Так, гэта вельмі круто. Мне падаецца, што басота яна сфарміравала такую, сапраўды, як ты кажаш, мінскую культуру. Ну, гэта вельмі круто. А вось калі там пра іншае, вось ты ведаеш якія-небудзь там іншыя калектывы, там нейкія кам'юніці, якія... Да, конечно. Ну, вось кто гэта? Происходит, именно как-то в плане тусовок есть мечта, есть сияние, есть вечеринки соус, на хулигане постоянно какие-то диджеи. То есть, мест, куда пойти сейчас в Минске, вот реально... Раньше, я когда особо не интересовался этой всей темой, я не знал, куда пойти. Сейчас у меня есть чат басоты, которые скидывают не только свои тусовки, а скидывают вообще, что происходит в Минске. И ты смотришь, пятница, суббота, и там по 6 ивентов. Иди куда хочешь. Где-то платный вход, где-то бесплатный, где-то там твоя любимая музыка, где-то твой любимый диджей. И это очень круто, что вот в Минске все комьюнити объединяются, перемешиваются, как-то кто-то там играет на тусовке, кто-то там. Такой нету вражды. То есть, типа, да, там басота против мечты, потому что не играет там техно или еще что-то, или там мечта против басоты, потому что там бешеный Егор Кипа, типа, надо быть спокойнее. Ну, то есть, такого нету, все дружат, все общаются, и это очень круто. Ось зараз нам треба перерватися на невеликую музичную паузу и паузу на новины, и пасля мы працягнем размаўляць з Бакеем. Гляди, ты уже не отчуваешь свой час. Режешь гуком километры до нас, разбиваючи ущент свої сни. Про їх ти уже не бачиш, я гляджу за двоих. Нерухомая у шпаркой ходе, трусишь думками у ночи мяне. По гербариях дорога домов, свои слезы в кулак, яны не возьмут тебе, яны ще мусят чекать. Не покидай следов на заснеженных дахах аэропортов, бьются скепки слов, так незнайомо. Гляди, ты уже не застаешься одна, тонким змроком завитая яна. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю ў студыі Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі. Заўтра 19 красавіка Александр Лукашенко выступіць з пасланнем да насельніцтва і палаты прадстаўнікоў. Звычайна падчас зачытвання гэтага паслання ў зале прысутнічаюць дэпутаты і сенатары, вышэйшыя службовыя асобы, а таксама кіраўнікі буйных прадпрыемстваў, СМІ, дыпламатычнага корпусу. Нашых журналістаў на выступ не акрэдытавалі, бо на выступе Лукашэнкі будуць і прадстаўнікі афіцыйных рэгіянальных СМІ. Магілёўцы хочуць перанесці шкодны завод «Омск-Карбон» на радзіму Лукашэнкі. З гэтай мэтай старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі АГП Владзімір Шанцаў і кіраўнік мясцовых хрысціянскіх дэмакратаў Олег Ксёнцаў збіраюцца правесці пікет на пачатку траўня. Каб завод «Омск-Карбон» Магілёў са шкоднай вытворчасцю быў перанесены ў вёску Александрыя Шклоўскага раёна, якую Лукашенко называе сваёй бацькаўшчынай. Суд Ленінскага раёна Брэста сёння прызнаў блогера Сергея Пятрухіна вінаватым у паклёпе на міліцыянтаў і аштрафаваў яго на 9180 рублёў. Апрача таго, Пятрухін абавязаны выплаціць 4 міліцыянтам маральную шкоду у 8500 рублёў, ды яшчэ і заплаціць судовыя падаткі. Такім чынам, Сергей Пятрухін мае выплаціць дзяржаве і міліцыянтам 8500 долараў. У другім туры выбараў прэзідэнта Ўкраіны Зеленскі набярэ амаль 73%, а Пятро Парашенко толькі 23%. Гэта прадказвае студыя «Рэйтынг» сацыялагічнае таварыства. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Прывітанне яшчэ раз. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Пры мікрафоне Наста Бойка і сённяшні мой госць рэпер Бакей. Йоу. Сёння мы размаўляем пра беларускую музычную тусоўку і таксама пра адмену канцэрту ў Бакея. Вось мы спыніліся над тым, вось што зараз адбываецца ў музычнай тусоўцы. У прынцыпе, збольшага ўсё мы абмеркавалі, але твоё такое меркаванне. Чаму гэта ўсё з'явілася зараз, усе гэтыя тусоўкі, такія вечарынкі, і раней гэтага не было? Вельмі коротко можно. Во-первых, подросли ребята, которые вот хотели что-то делать. Во-вторых, есть желание у ребят. То есть есть какие-то цели, поднять в Минск реально культуру, то есть не заработать бабла на этом, грубо говоря, потому что если ты зарабатываешь бабло и не делаешь чего-то для Минска, зачем этим заниматься? То есть у кого-то есть приоритеты, то есть кто-то расставил приоритеты, чтобы зарабатывать, кто-то расставил приоритеты, чтобы раскачать, вот, а не свалить куда-то и там уже быть таким. Вот. И ребята просто собрались, появились какие-то алкогольные инвесторы, возможно, то есть которым интересно это. Вот. То есть какие-то бренды, какие-то и появились деньги, чтобы делать какие-то более масштабные мероприятия, выходить из андеграунда. Да и люди, сарафанное радио никто не отменял, у нас это в Минске отлично работает и вообще по Беларуси. То есть если сегодня если вот у Басоты спонтанный движ, они постят там в 3 часа дня, сегодня спонтанный движ в 11 вечера, и приходит там 1000 человек. Просто за несколько часов, и ты думаешь такой, в будний день. Почему бы нет? То есть это прикольно. Это вельмі круто, так. А давай зараз будем размаўляць пра музыку і пра цябе. Ура! Наконец-то Басота достала. Слухай, а вось як ты ўвогуле зараз ацэньваеш музычную абстаноўку ў Беларусі? Што з ёй адбываецца? Менавіта з музыкай. Рэп стаў папулярны. Да, рэп стал популярный, он везде популярен, но и много начало появляться музыкантов интересных в Беларуси. Вот, там Бакей, например. Я-то вообще 7-й год уже занимаюсь музыкой, то есть я просто получилось, так скажем, выстрелить с плюсиком этим, вот, и ты стал более заметный. Есть такая исполнительница Лиса, очень хорошая. Есть Кокора, там, много ребят, очень можно перечислять до вечера, но главное, что они молодые все, и тут же опять зависит от того, какие цели ты преследуешь. В музыке все равнозначно, как и вот в этих тусовках. Если у тебя есть цель только заработать на своей музыке денег, и не вкладывать душу, то это одно. А если ты хочешь что-то людям сказать, если ты хочешь проехать по регионам,
не сидеть только в Минске, а проехать по регионам, прокачать регионы, показать им, как выступаешь, типа там рассказать что-то, поделиться, пообщаться. Вот, это классно. Если музыканты будут преследовать такую цель, то ну, у нас в Минске, в принципе, очень все честные, чистые. Ну, есть исполнители, которые чем-то понтуются, наверное, тем, чего у них нет, но это дело каждого. Но музыка расцветает и не только в рэпе, и поп, и все тому подобное. А вось Бакей, гэта пра што? Гэта камерцыйны бренд ці гэта музыка? Бакей — это наркосоциальный дэнсовый микс, не забываем, пожалуйста. Так, трэба адказаць свае словы. А еще этот, можно... вот сругаться нельзя, да? Не, Да, нельзя. Ну, Лепей тот не самый треба. Маугли, в общем, и низкий художественный уровень — это про меня. Я всегда честен перед слушателем, рассказываю о своих переживаниях, о своих каких-то впечатлениях, делюсь опытом жизненным и хочу своей музыкой помогать. И реально помогать, и помогаю уже, то есть люди какие-то рассказывают истории, как им помогла моя музыка в жизни. Вот, и это моя главная цель и задача, то есть, да, конечно, я зарабатываю деньги, не могу сказать, что я прям купаюсь там в этом, ну, на какие-то, на студию, опять же, там, подснять клип, что-то там, где-то там, покушать, там, ну, вот это все, то есть на это денег хватает, и, в принципе, нормально. Вот, но главная цель — это помогать людям музыкой. То есть не разрушать их, не петь про... Это... Ладно, шучу. Ну и про наркотики, там вот это все, то, что реально разрушает наше общество, а более какие-то светлые вещи, вот, от сердца, от ума своего направлять людям. А якую беларускую музыку ты слухаеш? Да я сейчас, если честно, вообще ничего не слушаю. А чаму? Да как-то не знаю. Ну, во-первых, есть такая ситуация у музыкантов, что если слушать много всего, ну, как бы я слушаю, что-то выходит отдельно, да, там, сингл какого-то рэпера, там, или еще кого-то, или какая-то новинка, там, или еще что-то старое, там, пересматриваю. Ну, вот прям, что я сижу и штудирую, что там вышло, у кого, нет. Потому что есть такая ситуация у меня лично, когда ты придумываешь новую песню, у тебя иногда создается впечатление, что ты где-то это уже слышал. Ну да. Ты где-то слышал этот мотив, ты где-то слышал эту расстановку слов, сбивку, там еще что-то, и ты такой думаешь, блин, я это только что сам придумал, или я где-то это слышал, и просто у меня в голове это засело. И вот чтобы вот этим вот не забивать голову, я ничего не слушаю, вот, слушаю свой новый альбом на репите. Які выйдзе? Да, EP экстра будет в мае, вот. 6 песен без матов, без каких-то там миксов. А Всё дакладная чисто. дата? Якая? Докладной даты пакуль няма, поэтому не могу сказать. Вот. Ладно. Я думала задаць гэта пытанне апошнім. Слухай, а вось чым беларускі рэп адрозніваецца там ад таго ж расійскага ці западнага, вось ён пра што? Про нас, про молодежь, про наши переживания, про нашу страну в каком-то смысле, но не политическом. Ну, то есть про Минск очень много песен есть, то есть как, ну, что в Минске реально круто. Вот. А в России немного ну, более вальяжный такой рэп. Ну, то есть, ну, в каждом, и в России, и в Беларуси разные есть ребята, да, и они разно поют, есть светлая, скажем так, сторона, есть темная сторона, вот. Но в Беларуси, мне кажется, больше светлой стороны. То есть ребята осознают, что они говорят. Я не ручаюсь говорить за всех рэперов Минска, но хочется, чтобы было так, чтобы ребята понимали, что они говорят, для чего это они говорят и к чему это приведет, когда они это скажут. А вось ты казаў пра моладзь. А што табе не падабаецца ў беларускай моладзі і што падабаецца? Кстати, у меня вот на новой эпихе, на экстра, будет песня, называется «Корпорация монстров». Она как раз посвящена нашей молодежи, ее смешным привычкам или там смешным каким-то там обрезать наушники, типа проводные под AirPods, там. Ну, типа таких вот всяких приколов. То есть я люблю нашу молодежь за то, что это инновации, это что-то новое, это новый взгляд, новый какой-то, ну, я не знаю, новое мироощущение, какие-то новые мысли. Вот за счет этого, да. То есть я иногда общаюсь с ребятами, которым мне 24, я общаюсь с ребятами, которым 18, и иногда, ну, я такой, вау, прикольно. Типа они мыслят вот так, и это классно. Есть такая же и обратная сторона. Все зависит от воспитания, возможно, какого-то, или распущенности. Есть обратная сторона, это дичи, которая у молодежи сейчас происходит, и
даже уже сейчас я могу говорить, блин, мы так не делали, типа, блин, я так раньше не поступал. Я тебе разумею, мне так само такого Да, хотя мне бывает. 24, но я сейчас уже смотрю, Мне что... 21. Да, вот я видео в интернете там посмотрю, где молодежь, скажем так, да, и думаю такой, ого. Вот, то есть это все, опять же, как и в нашем поколении, скажем так, да, как и в старшем поколении, все зависит от воспитания и личного восприятия этого мира, вот. Поэтому сказать, плохо или хорошо о молодежи я не могу. Она классная, типа, просто нужно ее принять и понять. Она ж ходит на мои концерты, я не могу ее не любить. Слухай, а ось як твоя сім'я ставиться до того, чим ти займаєшся? Превосходно. На Ходишь самом на свои деле, концерты? да, на первый сольный концерт в Минске они приходили, на второй у них не получилось, в связи связано с работой там, вот, но я уже показал им двоим свою новую епиху, то есть мама сказала, очень круто, очень мягко, очень светло, типа, классный альбом будет, папа то же самое говорит, то есть я не стесняюсь, уже показываю им все. Ну, по возможности. Вот я еду с мамой из Смоленска в Минск, да, и забираю ее. Мы едем в машине, такой, мам, у меня вот новые песни есть. Ну, и ставлю все, что я записал, даже демки какие-то, которые еще сырые. Просто так показываю, и она каждую там как-то комментирует. Вот. И они очень тоже расстроились. Мама, когда смотрела мое видео в Инстаграме про отмену тура, ну, просто я там на видео так грустно об этом говорю, что хочется, типа, о, типа, бедный Бакич, там, да. Но на самом деле, просто как-то вот у меня с момента начала видео до конца у меня что-то настроение начало постепенно увядать, так скажем. Осмысовываешь просто. Да. И да, вот реально, ты говоришь, вот ты проговариваешь это и понимаешь, что произошло. И мама, типа, тоже заплакала, навернулись слезы на глазах, когда она смотрела видео, типа, ну как же вы сейчас в тур не поедете? Ну, просто они все время спрашивают, интересуются, что, когда выступление, там, вот тур, все, им там говорю, апрель, все, едем в тур, все классно. А тут так хабыш. И она такая, я не понимаю, что такое низкодушный уровень, типа, ну... Мои родители тоже не поняли прикола этого, не выкупили. Я ось особисто, я так само не зрозуміла. Ну, ладно, я сподіваюся все ж таки, що мінський концерт Да, буде, все нехай получится. 18+, Да. але буде. Слухай, а ось таке питання. Раней усіх дівчинок так притягував хлопець з гітарою, коли яшчэ був там популярний рок, а цяпер атрымліваецца, што на хвалі рэперы. Да. А чому так? Ось чому гэта мода, ці гэта просто Да. така данность? Да, на самом деле, меня лично все время привлекали девушки умные, да, типа красивые, там, не знаю, веселые. Вот юмор — это главное. Потому что и так живем очень интересно, и без юмора, мне кажется, вообще не обойтись в этой жизни, ну, никак. Вот. А почему? Да, я не знаю. Ну, всем нравятся плохие мальчики. Типа, он с гитарой, сальные волосы, да, там какие-то, он крутой, на скейте, типа, йоу-йоу-йоу, на гитаре играет, все классно, может спеть песню, там знает 3 аккорда на самом деле. Типа. Так же и с рэперами, то есть это такие опасные пацаны, они там в Инстаграме со стволом, типа, татухи, все, ну, это, ну, я не знаю, может быть, это уже вопрос, скорее, девушкам, почему их привлекают такие ребята. Ну, мужчинський погляд так само вельми цікавий. Слухай, ось зараз рэп, там раней був рок, а що далей? Все будет повторяться, если нечто новое Да, будет? но будет сейчас уже на данный момент происходит смесь, то есть всего. То есть и рок в рэпе, рэп в роке, и там рэпкор, и хардкор, и металл, и классика там с рэпом, все вообще перемешивается, все в таком большом чане, и это очень круто. Потому что я изначально своего творчества позиционировал как что-то новое, то есть экспериментировать, пробовать на такой минус, на такой, не делать там вот альбом, там, да, 10 треков, и чтобы каждый звучал как похожий, да, на предыдущий, а постоянно что-то придумать, что-то сделать новое, чтобы людей зацепило. И сейчас то же самое происходит. Ну, пройдет лет 20, возможно, рок вернется обратно. Потому что рэперы, которые сейчас топовые, станут рокерами. И все. Ну, типа, все просто. Потому что сейчас так и происходит. Уже живые выступления у всех рэперов какие? С гитарами, с барабанами. Это уже первые намеки на то, что, ну, то есть все уходят в живую музыку, и это очень круто. А бакей? На данный момент я репетирую с одними ребятами. Репетирую не концертные темы, то есть пока я еще не готов к этому. Это потому что очень сложный процесс. Мы сейчас просто репетируем песни, то есть под живые инструменты кое-какие, там штук 5.
Просто их и репетируем, прогоняем, подбираем, вот, и потом, возможно, запишем какие-то лайв-видео, вот, либо на концерте, но уже вряд ли на... Хотя, возможно, из-за того, что он сдвинулся, может быть, и на этом, если он получится. Сделать какой-то небольшой лайв-сет такой, типа, на 3 трека, чтобы они вышли с живым инструментом. Ну, тобі гэта падабаецца. Да, мне очень нравится живая музыка. Она загребает, я когда репетирую с ребятами, то есть, ну, меня и такая музыка загребает, когда обычный бит человек скидывает, и он мне вот прям вот тут вот, и я понимаю, о, сейчас я так сейчас спою, да, а тут еще живая, ты прям вот врываешься, закрываешь глаза и просто где-то там летаешь. Очень круто. Ну, гэта як слухаць у наушніках і слухаць на канцэрце, конечно. Да. Слухай, а з кім з беларускіх музыкаў ты б хацеў запісаць фіт? Там, ну, неважно, там гэта рэпер ці это нейкі поп-выканавец, Да, не магчыма. знаю. Я даже не думал насчет этого. Ну, есть идеи какие-то, но они пока так в зародыше. Вот, но не знаю. Ну, раньше, вот если бы вы спросили меня раньше, годик назад, там, да, я потом назвал вам целый список имен, а сейчас я понимаю, что это как бы не главное. И чтобы получился фит, и если он захочет получиться, этот фит в этом пространстве, то вы встретитесь с этим человеком, вы с ним пообщаетесь, познакомитесь, у вас будет какая-то симпатия друг к другу, и вы такие типа, блин, кто-то из вас только подумает, блин, можно сделать с ним что-то совместно. И тогда это классно. А вот так вот, что я хочу с тобой фит, давай запишем, это не очень. А вось я у цябе уже пыталася про тое, якую ты беларускую музыку слухаеш, ты сказала, што ўвогуле нічога не слухаеш, але ўсё ж такі, якія тады беларускія музыкі табе падабаюцца? Ну, калі не браць тваіх сяброў, про якіх мы уже размаўлялі. Ну, там, я не ведаю, зараз у моладзі там папулярны Корж, ЛСП, ну, банальна. Не, ну Корж, ЛСП, я даже, зачем их называть? Это типа уже все, состоявшие артисты, это априори непонятно. Ну, то есть есть такая певица Шума, есть группа Интеллигенции. Ну, вот я их как бы не слушаю. Но я там видел какие-то отрывки выступления, да, где-то там еще что-то. И это кайфово, то, что они делают. Я просто сейчас очень сложно в голове вспомнить, кто там есть еще. Вот. Никого не хочу обидеть, но вообще белорусской музыкой я интересуюсь. Вот. Но просто сложно все держать в голове. Я разумею. Слухай, ну і такое апошняе пытанне, коротко, тому што у нас уже хутка канец эфіра. Ці павінна быць у музыканта грамадзянская пазіцыя? Ці павінна яго хваляваць тое, што адбываецца ў грамадстве? Так, гражданская позиция должна ли быть у музыканта? Я думаю, да. Но в любом случае должно быть какое-то мнение хотя бы по поводу ситуации, но не факт, что нужно это мнение говорить, потому что какие-то высказывания в сторону власти там, или еще что-то, это всегда опасно. Вот. Ну, кто-то поет об этом, и им не страшно, это очень смелые люди. Вот. Я никогда не лез туда и не хочу, мне это не интересно. Да, иногда я в своих песнях очень крайне, там, очень тоненько намекаю, да, на что-то, но стараюсь делать это аккуратно, чтобы, ну, не было проблем. Зачем мне? То есть я считаю, что творчество, вот, политика, там все вот это вот здесь. И оно может соприкасаться, может не соприкасаться. Я хочу, чтобы это были параллельные прямые, которые не соприкасаются. Вот. Музыка повинна быть свободной. Ну, это да. И если вот как сейчас в моем случае, что государство не дает мне, грубо скажем так, петь, это не очень хорошо. Потому что это свобода слова, по сути. А ее у меня забирают. Ну, такой сумнай, але класнай думкі. Мы ўсё ж такі сканчваем наш эфір. Дзякуй, што былі з намі. Нагадаю, што сёння у нас в гасцях быў рэпер Бакей, і з Go вами crazy, была go stupid. Настя Бойко. Пакуль. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.